Образ ученого-историка обычно ассоциируется с почтенным профессором в тишине кабинета. Но сегодня в актовом зале Абхазского института гуманитарных исследований все иначе. Здесь шумят, спорят и волнуются те, кому еще только предстоит получить аттестат зрелости. Третья историко-археологическая школьная конференция собрала десятки юных исследователей со всей республики, от Гагры до Гала. Организована конференция БИГИ при поддержке Министерства просвещения Абхазии и представительства Россотрудничества в республике. Проводим международную, мы можем сказать смело, абхазская историко-археологическая конференция. Третий раз уже. И каждый раз границы расширяются. И каждый раз темы становятся еще более интереснее. И каждый раз мы наблюдаем, что любовь к истории, к археологии растет. Мы можем сказать смело, если вы принимаете участие на научной конференции, вы уже молодые ученые, делаете шаги. Значит, мы должны глубже еще изучать историю и археологию. Рад видеть молодые лица, потому что когда говорят про научную конференцию, всегда у всех возникает такой образ, сидят такие суровые, убеленные сединами люди, да, которые рассказывают какие-то такие умными словами, иногда что-то непонятное. В России есть такая фраза, очень хорошая, я думаю, она применима для любой страны: «Знать, чтобы помнить». Считаю, что именно через знание, через познание истории своего родного края, своей малой родины, своего города, села, мы и сохраняем память о своем прошлом и можем полноценно строить свое будущее, не открещиваясь от того, что было. Темы докладов от античности до новейшей истории. 11-классники Налгабня из Сухумской школы номер 3 исследуют роль Абхазии на Великом Шелковом пути. В своей работе он показывает, как через регион проходили торговые связи между Востоком и Западом. Я выбрал тему Абхазия в сегменте торговли на Великом Шелковом пути. Я выбрал эту тему, потому что я хочу отметить значимость Абхазии в развитии других государств и мировой торговли. Лалита Гогохия приехала из Гала. Ее выбор пал на одну из самых живописных достопримечательностей страны – замок принца Альденбургского. Для нее история – это не только сухие даты, но и эстетика архитектуры. Надо было выбрать что-то археологическое и историческое. Я могла написать за Анакапию, но мне кажется, многие уже писали за Анакапию, и меня сразу впечатлила архитектура этого замка. То есть это очень, мне кажется, эстетичное место и замок. То есть мне кажется, каждая девочка хочет быть принцессой и почувствовать себя как в роли принцессы. Если для кого-то история – это застывшая в камне красота, то для других это кропотливый труд в поле. Самой юной участнице конференции, Беренике Требелевой, всего 10 лет, но она уже полноправный член археологической экспедиции. Свой доклад Береника посвятила керамике из крепости Цибилиум, которую нашла и изучила сама. Тетя моя мама Галина Викторовна, она со мной руководит, я у нее в экспедиции работаю, мою керамику. И когда мы поднимались на крепость, мы обнаружили керамическую яму, а в отвале была керамика. Я ее взяла с собой, чертила, нарисовала, и то, что я обвела ее. Я обратилась к литературе одной, и там было разные... Я к Трамшу обратилась, Мамабедович, и Воронову Юрию. И я, когда Воронов, я прочитала могилу Арселов и заметила, что там стенки от такого же типа, какой я и нашла. И донт такой, растр такой же, и венчик такой же. Вот, и мне стало интересно, из-за этого я сделала такой доклад. И такая преемственность – главная цель конференции. По словам российских коллег, работающих в республике десятилетиями, Абхазская археологическая школа всегда была очень сильной. И сейчас важно передать эти знания новому поколению. Четверть века, как я работаю в этой республике, да, соответственно. И я скажу, когда приехала в эту республику, меня очень поразила та археологическая школа, сильная археологическая школа, которая была в этой республике под руководством Вадима Викторовича Бжания.
И количество археологов, выросших вот в эти годы, в тяжелейшие годы блокады, какие работы они здесь проводили, сколько открытий они здесь совершили. И мне очень бы хотелось, чтобы вот эта сильная научная, историческая, археологическая школа Абхазии, она продолжала, она развивалась. Программа конференции не ограничивается только стенами актового зала. Прямо из научного института ребята отправились в Сухумскую крепость посмотреть памятники истории своими глазами. Для педагогов провели круглый стол, обсуждали, как увлечь школьников историей. Итоги подвели сразу в нескольких секциях, от этнографии до археологических раскопок. Заур Кварча, Торникамичба, Абаза ТВ.